говорит, я видел, как тянут по 300. Я ему говорю, сейчас даже, говорю, потяну 200 без разминки. Мы пошли в зал тяжелой атлетики, еще поспорили с ним. Вот, потяну я или не потяну. Зашли в зал, да, я присел тогда 110, 100 пожал и 200 без разминки потянул. А ехали в поезде и консерву открывал и ножом зацепил руку. Разрезал руку, вот так еще вот такое вот получилось. Ну, выступил. Второй я в тяге стал. Я ему говорю, возьмите меня на пауэрлифтинг, я буду заниматься пауэрлифтингом. Он говорит, нет, говорит, ты, говорит, ну, с тебя ничего не получится. Ну, я ему объясняю, говорю, покажите мне нормативы. За полгода я сделаю мастера, за год я сделаю международника. И так оно все и произошло. Я жил поначалу в школе спортивной, в подсобке жил. Поначалу жил в тренерской. С тренерской сказали, нельзя жить, там проверки, говорит, ну, только в подсобке. Жил с тренажерами вместе. Вот. Крысы вот такие бегали, вот так я жил. И поехали на Украину, я третий стал. Вот. И я сказал тогда еще, это было в Болгарии, на чемпионате Европы. Мы выступали. Я, Олег, Баранник. Вот. Это какой 2013? Это 2014 год. 14 год. Я стал второй по собственному весу, у Баранника выиграл. Вот. И я сказал тогда еще, подошел в сборной России и сказал, я буду выступать за Россию. Я не то что жалею об этом или как-то так все. Мне в Украине оставалась одна медаль. Вот. Я был бы заслуженный мастер спорта Украины. Но подходы. То, что тренироваться надо давать себе отчет. Когда едешь ты за счет государства или за счет города, платит федерация, ты на зарплате, надо давать отчет, надо деньги всегда отрабатывать, потому что такие ситуации у меня как бы в жизни я сталкивался, потому что раз был поехал, проиграл, и когда приехал, вот мы тебе давали, мы тебе помогали, тут такое получилось. С того я как 2G2-то усвоил. То, что меня держит, я тоже так думал и еще думаю, что спорт дело такое, сегодня можно быть чемпионом, завтра можно улететь на 5-е место. Меня держит то, что я не выигрывал, я всегда как бы в тройке, но суть не в том, а суть в том, что меня, наверное, держит то, что мне это нравится. Я никогда не думал, за какое я общество выступаю, кто мне пишется тренерами, лишь бы штанга была. Пришел, в зал, начал тренироваться. Мне тогда надо было потянуть 73 по 3 в экипировке, 270. Я первый подход сделал, второй. Третий подход, пацан шел случайно, магнезию зацепил, она упала, а он взял веником, смел, обратно ее кинул, в коробку. Но я подошел, вот так руки помазал, начинаю тянуть и сорвал, вот тут, сорвал. Так посмотрел, ладно, как обычно, но сколько раз срывал. Пошел в душ, покупался, 2 дня проходит вот такая рука. Что делать? Если бы еще 2-3 дня подождал бы, то руку бы отрезали. У меня зарплата, так скромно сказать, и это может любой человек подтвердить. У меня зарплата всего-навсего 20 тысяч рублей. Остальное, то, что я работаю, зарабатываю, это стройка, это где-то что-то помог, перевез, вот так вот. А официальная зарплата 20 тысяч. Я как-то выиграл в 2010 году Украину, мне говорят ехать на Европу. Я говорю, зачем мне Европа, когда я тут работал, там охранял отель, я тогда имел 250 гривен в сутки, это тогда хорошие деньги были. Зачем мне ехать на Европу, когда у меня работа была? Вот так вот. Что я перед Россией в 19 году жил, тоже как-то получилось там такое, вот. Забрали жилье, которое мне, дали жилье, ее взяли и забрали, вот. Не было где жить, я в гаражах жил, зимой холодно, помыться негде. Такое было, поехал на Россию, стал второй. А я делал, у меня план тренировок был такой, понедельник жим, узкий жим, разводка, приседания, полунаклоны, брусья и скоростной жим. Во вторник плечи, ноги, наклоны стоя. В среду жим, дожим, тяга с пола, тяга с плинтов, полувер, жим ногами. Пятница дожим, жим 45, жим головой вниз, приседания, полунаклоны, брусья. В субботу у меня жим, тяга, приседание на стул и трицепс. Надо, когда в экипировке, нужно 2 или 3 человека, чтобы кто-то забинтовал, ставить, страховать. А без экипировки приходишь до работы, ставишь стойки, ограничители, доработаешь.
Ну, больше без экипировки легче просто тренироваться. Но в экипировке в чем хорошая суть, что кураж, куража больше. Шайбеков мне нравится, как поднимает, очень хорошо поднимает. Плюс Васюков я говорил и Жене тренеру, если так разобраться, давайте посчитаем. 357 он это делал. 300, ну давайте 95, ладно, 300 сумма такая космическая. 95 жми, и вы не забывайте, что парень 330 тянул. Ну вот, если спину подлечит, там со спиной проблемы, ну давайте посчитаем сумму. Вот вам и действующий чемпион мира. Был хороший тренер, и технику надо менять изначально. Если человек приходит, ему надо ставить технику. Потому что дальше, если будет вот так приседать или вот так тянуть, попробуй, если человек уже дошел до 200, попробуй ему поменять технику. Мое такое мнение, что надо технику ставить изначально. Пусть не надо бегать за этими результатами, а потихоньку оно все само пойдет. А вот это со старта, когда лучше с такой спиной тянуть, чем с такой 200. Экипа или классика?